Добрый вечер. На ТНВ Новости. В студии Альбина Слугараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Снова взрыв и снова газ. Чтобы такие трагедии не повторялись, депутаты предлагают законопроект о введении в эксплуатацию плит с газконтролем. Как они работают и есть ли на них спрос, знает Алия Хайрудинова. Законные награды. Прокуратуры Республики Татарстан. Что и за что получили работники прокуратуры с празднования профессионального дня ведомства. Рамиль Шайдуллин. Центр компетенции деревянного зодчества и инвесторы для сохранения объектов культурного значения. Только таким путем. Ведь по большому счету, как собака на сене, мы уже потеряли огромное количество объектов. С коллегией Комитета по охране объектов культурного наследия. Слава Тухмадолян. Бесхозная вода. Проблемы в оформлении скважины. Она 20 лет существует и нигде не оформлена. Почему в поселке Залесный есть 2 насоса, но нет документов? Разбирался Рамиль Галиулян. Эффективная работа прокуратуры республики отражается на качестве жизни граждан. Об этом сегодня говорил Рустам Минниханов, поздравляя сотрудников ведомства. У них профессиональный праздник. В эти дни прокуратуре исполнилось 297 лет. В этом году им предстоит обеспечить законность на выборах депутатов Госсовета и мировом чемпионате WorldSkills. Какие еще задачи стоят в преддверии 300-летия службы? Рамиль Шайдуллин. Синие кители, щит как знак защиты и Конституция как главный документ. Почти 3 века эти люди в строгой форме ставят главной задачей защищать права людей. 12 января они отмечают свой профессиональный праздник. Без вашего внимания не остается ни одно значимое событие в республике. Впереди у нас выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, а также чемпионат мира по профмастерству WorldSkills 2019, который проходит в нашей стране, в нашей столице. Сегодня они получают медали за доблестный труд, благодарности от президента, награды и прокуратуры. Для Ильшата Фардиева медаль – это не просто награда, а еще и подарок. 12 января в этом году 60 лет исполнится. 12 января – День прокуратуры Российской Федерации. Это, получается, двойной праздник. Я настолько рад, что в этой организации работаю и горжусь. Именно 12 января, почти 300 лет назад, Петр I издал высочайший указ, в котором черным по белому было сказано быть при Сенате генерал-прокурором. Не прошло и 10 лет, как главный прокурор появился и в Казанской губернии. История прокуратуры в ТССР начинается позже, в августе 1922-го. С тех пор это один из главных гарантов законов республики. Слова особой признательности нашим дорогим ветеранам. На протяжении всего трудового пути вы не только достойно решали поставленные задачи, но и изложили бесценные традиции. Ветераны замечают, всегда и везде их правила остаются неизменными. Быть внимательным к людям и даже в преступнике прежде всего видеть человека, и чтобы закон действовал одинаково для всех. Я считаю, что вот это самое главное. И порой достаточно просто выслушать человека и дать ему несколько юридических советов. Приходит в такую организацию, у него может наступить и робость, и растеряться. И стараешься их привести в спокойствие. В этом году органам исполнилось 297 лет. К 300-летию прокуратура намерена максимально ускорить свою работу. В этом призвана помочь внедряемая сегодня цифровизация. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. К другим темам. Снова взрыв и снова газ. Сегодня в городе Шахты Ростовской области разбирают завалы. Эти кадры мы получили от наших ростовских коллег. Здесь обрушились 8 и 9 этажи многоквартирного дома. 1 человек погиб, 8 удалось спасти, остальных пока ищут. И это сразу после трагедии в Магнитогорске. Напомним, здесь погибли 39 человек. Теперь все чаще звучат призывы и предложения по усилению безопасности жителей. Так, в Госдуме сегодня предложили оборудовать новые дома и те, что после капремонта, плитами с газоконтролем. При утечке она отключается автоматически. Есть ли такие в нашей республике и есть ли на них спрос, знает Алия Хайрудинова. Долго, если что-то готовите, печете, то есть газовым прибором долго пользуетесь, форточку обязательно открывайте, проветривайте. Газовики проверяют и советуют те самые прописные правила. Простые очень часто спасают человеческие жизни. На данный момент газовых плит больше 4 горелочных без газконтроля.
Но мы больше сейчас предлагаем людям, чтобы покупали плиты с газконтролем. Ну и все зависит от финансового положения абонента. Руслан знает, о чем говорит. Сегодня утечка газа стала причиной трагедии в городе Шахты. Есть жертвы. Сон людей становится все более чутким, а законотворцы думают, как обезопасить россиян. Депутаты Госдумы уже готовят законопроект. Согласно ему, в новые дома и в дома после капремонта хотят установить газовые плиты с автоматическим отключением. Мы предлагаем в жилищном кодексе, там, где приводится перечень обязательных работ по капитальному ремонту, добавить как раз вот установку вот этих вот автоматизированных систем отключения газа. Мы сегодня поехали в магазины в поисках тех самых плит. Оказывается, они в продаже еще с 2000 года. Именно тогда был введен ГОСТ на газконтроль, правда, только на духовке. На столешнице плиты газконтроль остается дополнительной опцией. Однако в последние 3-4 года продавцы отмечают значительный рост спроса именно на эти модели. Разница в цене между обычной и с газконтролем 3000 рублей. Когда происходит горение газа, то есть ток протекает нормально, этот клапан находится в закрытом состоянии. Если у вас задуло, либо залило, то есть прекращается подача газа каким-то путем, либо погасло пламя, в течение 30 секунд этот клапан перекрывается. Если законопроект примут, то такие плиты появятся автоматически во всех новых домах и там, где прошел капремонт. Но есть и другая опасность. Отравиться можно не только бытовым газом, но и продуктами горения. Чтобы это не произошло, важно проверить, работает ли вытяжка. А для этого достаточно обычного листочка. Тяга есть, а значит, все в порядке. Не все в порядке было с вытяжкой в квартире по улице Сыртлановой, 19. Сегодня женщину и ее дочь госпитализировали с отравлением. У них банальное отравление угарным газом. Поступили они вчера. Сейчас у них все хорошо. Пластиковые окна обладают определенной герметичностью, что не позволяет угарному газу выходить естественным путем. Поэтому в любом случае при пользовании газовыми приборами или дровяным печным отоплением следует обеспечить приток свежего воздуха. За отравлением стоят несоблюдение банальных правил. Помнить о них важно всегда, ведь написаны они человеческими жизнями. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Утечка газа может привести к пожару. Так, в Нурлате двое молодых людей спасли из огня женщину. Она оказалась заперта в горящей квартире. Внимание, Динара Ханиева и Нияза Валиулина привлек дым с 3-го этажа и пенсионерка на балконе. Молодые люди не растерялись, вызвали пожарных и вывели женщину. Сегодня глава района Алмаз Ахмедшин вручил им благодарственные письма и денежные премии. Каждый человек может остаться в такой ситуации. Нужно оставаться всегда человеком и всегда помогать таким людям. Нельзя оставаться равнодушным. Подготовить своих реставраторов, искать инвесторов и получить отчеты по каждому зданию. Такие задачи сегодня поставили Комитету по охране объектов культурного наследия республики Рустам Миниханов и Ментимир Шаймиев. Так, в Казани планируют создать образовательный центр деревянного зодчества. Но до того, как мы узнаем, что для этого нужно, вспомним прошлую коллегию. Какие задачи тогда руководство республики ставило перед защитниками исторических объектов? Для начала я напомню, что год назад в республике Госкомитета по охране памятников еще не было. Тогда они работали в составе Минкульта. Тем не менее, главная задача – сохранить и отреставрировать – на повестке стояла. В январе 2018-го их обозначил премьер-министр Алексей Песошин. Недвижимые памятники истории и культуры все еще недостаточно эффективно вовлекаются в социально-экономическое развитие республики. Они должны быть ключевым ресурсом в деле популяризации, развития туризма. Там говорили о необходимости продолжения ремонта в музее Габдуллы Тукая. Кстати, его уже открыли осенью. Задачи выполнены и по музеям Камала, Сайдашева, Казанского Кремля. Премьер говорил тогда и о реставрации галереи современного искусства. Вот кадры открытия. Заработала она буквально в декабре. Также год назад Минкульт принял решение найти применение дому Михляева-Дряблова. В здании городского магистрата было запланировано открытие культурно-выставочного центра Русского музея. И задача максимум остается до 2020 года поставить на госохрану все вновь выявленные объекты. И возвращаясь к самой коллегии, как же будут не только восстанавливать, но и охранять исторические объекты? Об этом Салават Мухаммадуллин.
Бывшие больницы, ДК, храмы и усадьбы, сотни объектов культурного наследия, 13 исторических поселений по всей республике. Сразу после своего создания самый молодой комитет провел их инвентаризацию. В итоге 560 объектов оказались без границ, а без зон охраны больше 300. Эти вопросы предстоит решить уже в этом году. С момента образования выдано свыше 1500 различных разрешений, заключений и согласований. 12 объектов поставлено на государственную охрану и включено в реестр. 90 объектов включены в список выявленных объектов. Из них 12 памятников – это ранее неизвестные объекты археологического наследия. Здесь все, что старое, здоровое, все будет стоять на месте. То, что сгнило, вот то, что там утрачено, вот то будет меняться. Это план работ по реставрации мечети 19 века в Рыбно-Слободском районе. Вообще объекты деревянного зодчества будут восстанавливать по всей республике. Это задача от президента. Комитет предложил создать образовательный центр по этому направлению. Рустам Миниханов их идею поддержал. Шамовская больница – объект культурного значения. Еще несколько лет назад он считался аварийным. Удалось его восстановить именно за счет государственно-частного партнерства. Инвестор получил поддержку, и здание с более чем со столетней историей удалось сохранить. Самим искать инвесторов, а не сидеть, как собака на сене. Еще одна задача от президента. Вы должны сами не ждать, когда к вам придут, находить им какие-то интересы, чтобы их затраты как-то можно было компенсировать. Вот только таким путем. Ведь по большому счету, вот, как собака на сене, мы уже потеряли огромное количество объектов. Чтобы больше не терять, а только сохранять и приумножать, Минтимир Шаймиев предложил разработать проекты управления объектами культурного наследия. Это огромное воспитательное значение будет играть, если мы проект управления сделаем и должны сделать, обязаны сделать, значит, на этих объектах и их блюсти. Это задача органов местного самоуправления. Так что к охране исторических объектов будут причастны все. Чтобы этот процесс стал прозрачнее и понятнее, сейчас ведется разработка общей информационной системы по объектам культурного наследия. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Есть две скважины, но хозяина нет. Жители поселка Залесный не могут понять, кто возьмет ответственность на себя за снабжение водой в поселке. Пока, чтобы ремонтировать водонасосную станцию, жителям приходится собирать деньги самим. Теперь жительница поселка добивается того, чтобы скважины хоть кто-то взял на баланс. В коллизии разбирался Рамиль Галиуллин. В прошлом году взялась и не сэкономил 150 тысяч. Раньше мытье посуды для Татьяны Моисеевой было как лотерея. Если повезет, то вода есть, да и то жесткая. Причина – постоянные перебои на старой скважине. Жители взяли решение проблем в свои руки и на собственные деньги построили новую. Вот тот самый старый насос. Как мы видим, он находится в заброшенном состоянии. Тропинка к нему давно не чистилась, однако им и новым насосом, который находится совсем неподалеку, пользуется весь поселок Залесный. Видишь, у нас стоит первый насос автоматика. Вот на второй насос автоматика. Вот он, важнейший для поселка объект. Электрощитовая, построенная на деньги местных жителей. Следят за исправностью тоже сами. Однако ни новая, ни старая скважины фактически никому не принадлежат. Они расположены на бесхозной земле. Она 20 лет существует и нигде не оформлена. Очень проблематично собирать деньги за содержание этой скважины и, как сказать, производить ремонт и поддерживать ее в рабочем состоянии. Когда-то, по словам жительницы, объект находился в ведении Казанского вертолетного завода. Но в ответе на наше обращение на предприятие заявили, у них скважина никогда не числилась. Сообщаем, в ведении Казанского вертолетного завода артезианская скважина отсутствует. Также ранее не использовались какие-либо объекты недвижимости на данной территории. Сейчас Татьяна Ивановна добивается того, чтобы скважину взяла на баланс местная администрация. В водоканале объяснили, для передачи объекта в муниципальную собственность нужно выполнить ряд условий. К примеру, разрешительная документация, техплан и кадастровый паспорт. Чтобы поставить объекты на баланс, жителям Залесного предстоит выполнить эти требования. И после этого у скважины наконец-то появится хозяин. А пока следить за состоянием объектов придется самим сельчанам. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Напоминаю, о своих проблемах вы также можете сообщить нам по WhatsApp. Его номер 8987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Сегодня в Нижнекамске счастливее стали 120 семей. Они получили ключи от новых квартир. В городе сдали очередной дом по социальной ипотеке. Жить в нем в основном будут сотрудники Татнефти. Сегодня соседи познакомились друг с другом. Некоторые уже начали завозить мебель. Ипотечные апартаменты оценили и мы.
Заходи, Сима. Сима, бар. Традициям изменять не стали. Дорога в дом кошки Симе. Новоселье долгожданное, а потому подход к заселению самый серьезный. С соблюдением примет на долгую и счастливую жизнь. Семья Шайдулиных, как и остальные 120 новоселов, работники компании «Татнефть», и все они участники программы «Социальная ипотека». Айнур и Юлия работают на Нижнекамском заводе грузовых шин. До того семья впятером ютилась в коммуналке на 13 квадратных метрах. Возвращается 13%, вот то, что они заново это в квартиру вкладывают. Очень первоначальный завод нам очень много дал. Своих мы вложили немножко, сколько было. Шамиевские деньги, слава богу, 200 тысяч на последнего ребенка, на третью дочку у нас. Ну и когда свою комнату продадим, немножко оттуда тоже вложим в квартиру. Платить немного. Мы получили квартиру, радость переполняет. Я вообще не знаю, даже вот это чудо для них. Они жили в маленькой комнатушке, и вот для них это хоромы. Комната, спальня. Еще одна спальня, зал, кухня. Все квартиры в доме на улице Мира 121 сдаются в чистовой отделке, оборудованной счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла. В новостройке 10 этажей и 120 квартир. Скоро в этом 34-м микрорайоне новоселов станет больше, так как к сдаче готовятся еще 2 дома. В них 280 квартир. Семье Шайдулиных же предстоит продумать, какую мебель купить, какие шторы повесить и поделить комнаты между детьми. Альбина Слугараева, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Это новости на ТНВ, далее в программе. Встреча в новом формате. Спасибо огромное, что на федеральном уровне нашу работу тоже заметили. У нас впереди еще много работы. Почему татарстанские журналисты отмечали День печати в театры оперы и балета, знает Сергей Хайдаров. Им холода нипочем. Наше родное озеро, 35 лет уже тут купаемся. Как альметьевские моржи радуются зимней погоде. Филюза Хамидуллина. Сегодня 2 очень важных контракта были подписаны в Казани в головном офисе компании «Таиф». Объединяет их не только место подписания, но и амбициозный и масштабный проект, который планируется реализовать на площадке Нижнекамскнефтехима. Метанол – важнейшее сырье в технологическом процессе Нижнекамскнефтехима. Он используется для производства формальдегида, который, в свою очередь, является сырьем для выпуска изопрена. Из изопрена уже производят синтетические каучуки – важнейшую продукцию для Нижнекамска и крайне востребованную на рынке. Пока метанол Нижнекамскнефтехим закупает со стороны. Но если проект удастся реализовать, это снимет сразу несколько проблем. Во-первых, нефтехимики не будут зависеть от других поставщиков. Во-вторых, это существенно снизит затраты на производство готовой продукции. К выбору партнера в группе компаний «Таиф» отнеслись с особой ответственностью. Датская Хальдер Топси – один из мировых лидеров в этой области. Кроме того, датчане имеют богатый опыт работы в России и Татарстане. Мы убеждены, что это будет примером большого успеха, потому как мы применим весь свой арсенал, весь опыт на рынке технологий и катализаторов. В этой области у нашей компании есть достижения. Сочетание же этих факторов с опытом компаний «Таиф» и Нижнекамскнефтехим настраивает всех на оптимистичный лад. Лично я в общем успехе не сомневаюсь. Датская компания предоставляет Нижнекамскнефтехиму лицензию на технологию нового производства и будет осуществлять необходимые инжиниринговые услуги. Рабочей же и проектной документацией займется российская компания. Сроки очень сжатые, но выполнимые. Требования рабочие. Но мы гибкие и понимаем, что требования заказчика – это требования заказчика. Их надо выполнять. И компании Хальдер Топси. Работа над этим проектом идет давно, говорит сегодня директор ПАО Нижнекамскнефтехима Азат Бекмурзин. Но сейчас, с учетом всех деталей и нюансов, нужно ускорять темпы. Данный проект является окупаемым. Окупаемость входит в те ковенанты, которые для нас установлены. То есть это окупаемость порядка 5 лет. Соответственно, это снизит значительно себестоимость нашей продукции конечной. И в данном случае у нас нет в этом никаких сомнений. Елена Веселова, Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, ТНВ, Казань. Посмотрели репетицию оперы «Борис Годунов» и заглянули за кулисы театра. Сегодня традиционная встреча Фарида Мухаммедшина с главными редакторами СМИ прошла в непривычном формате. Ее приурочили не только к прошедшему Дню печати, но и Году театра в России. Как это было, увидел Сергей Хайдаров.
На сцене знаменитый Борис Годунов. Причем кадры уникальные, все артисты без костюмов. Это репетиция. За ней в зале наблюдают одни лишь журналисты. А вот нас-то как-то приобщить к великой культуре? Пожалуйста. Я вам скажу, занимаемся места много. Сотрудники театра признаются, что такие экскурсии здесь бывают достаточно редко. Для журналистов сегодня сделали самое настоящее исключение, и мы смогли не только увидеть репетицию и побывать за кулисами театра, но и увидеть, кто, а самое главное, как готовит для него декорации. Шьются сначала сталь. А это уже настоящий театральный цех. Кругом костюмы и декорации. Их сейчас готовят как раз для оперы Борис Годунов. Журналисты сыпят вопросами и снимают все происходящее на телефоны. Конечно, приходилось бывать не только в театре, но и за кулисами. Но вот так вот, чтобы пройти по цехам, для меня впервые, конечно, впечатление замечательное, очень грандиозное. Тимирзяновой Мадине Фатыховне. Тут же в театре, только в холле и почти под елкой, журналисты принимают поздравления от Фарида Мухаммедшина. Лучшим госнаграда — это 32 человека. Телевидение, радио, газеты. В зале представители практически всех медиа республики. Наград много не бывает. Спасибо огромное, что на федеральном уровне нашу работу тоже заметили. У нас впереди еще много работы, еще много нерешенных проблем. В частности, по сохранению регионального телерадиовещания, сохранению, вхождению в мультиплексы и много-много разных проблем, которые нам предстоит решить. Отечественная журналистика берет начало еще с далекого 1702-го. Тогда в декабре вышли «Ведомости». С тех пор поменялось многое, но главные принципы остались прежними. Сегодня, обращаясь к журналистам, Фарид Мухаммедшин отметил, власти Татарстана всегда готовы к конструктивной критике. Готовы не только прислушиваться к замечаниям и пожеланиям в свой адрес, но и оперативно на них реагировать. И думаю, что нам надо увеличить количество встреч в наших газетах, в наших журналах, на телепередачах. Для журналистов в этом зале сегодня сошлись сразу 3 знаковых события. Профессиональный праздник, открытие года театра и Старый Новый год. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Меньше значит больше. Интересная статистика появилась по новогодним праздникам. С 30 декабря по 8 января с казанских дворов вывезли 98 тысяч кубометров мусора, что на 15% больше, чем в будни. Хотя, как оказалось, на стол и подарки люди тратили меньше. Сегодня ВЦИОМ опубликовал средний чек россиянина на Новый год. Впервые за многие годы расходы на праздники снизились примерно на 300 рублей. Такой вот новогодний парадокс. Тратили меньше, но мусорили больше. Видимо, в этот год отдохнули и законы физики. Украсить так, чтобы Ильсур Медшин плакал. Такую задачу поставил мэру Уфы в Рио главы Башкирии Ради Хабиров. К следующему Новому году башкирская столица должна удивить не только жителей и гостей республики. Уфа в своем новогоднем оформлении должна обойти соседнюю Казань, призвал Хабиров. Вы удивите нас, пожалуйста, на следующий год, ладно? Где находится мэрия Казани? Вот где-то в 520. Мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал просто где-то в районе 5-10 января, ладно? Для них зимние холода – то, что нужно. Альметьевские моржи начали готовиться к крещению и к чемпионату республики по зимнему плаванию. В альметьевском клубе «Айсберг» вот уже 40 лет объединяются любители зимнего купания. Моржей увидела и удивилась их способностям Фируза Хамидоллина. Вода отличная, привычная. Температура воды +4, а Гульсум Нурхаметовой жарко. В прорубь она ныряет еще с 1983 года. Говорит, в свои 73 года ни разу не лежала в больнице. Холод – драйвер жизни, уверена русалка со стажем. Закаливание бодрость дает, общение, тут столько народу, подруги, друзья. Ох, какая хорошая вода! Сегодня в проруби и основатель клуба Михаил Землянов. Ему 83. Ледяная вода, бег, лыжи, а еще альпинизм. Покорял Эльбрус, Памир, Урал, Тяньшань. Вода исцеляет, уверен он. 50 с лишним лет я студентов как начал, вернулся в Альметьевск, организовал здесь заплывы эти и до сих пор продолжаем. Чем больше купаешься, тем жарче. Как-то меня что-то бронхит прихватил, и я что-то сюда пришел, в общем. Стал заниматься уже так конкретно, стал заниматься марафонским плаванием, в конце концов. Если человек хочет испытать, что такое полет души, полет тела, то надо прийти сюда. С каждым годом крепнет братство моржей. 40 лет назад начинали движение 15 энтузиастов, а сейчас их уже 250 человек. Среди них и новички. Да, первый раз. Меня подруга пригласила, и я не жалею. Столько лет прожила, и таких ощущений никогда не испытывала. Ощущения, знаете, неописуемые вообще. Это вот кто хочет, освободиться от негатива,
это все сюда. Повышает иммунитет, улучшает кровообращение и, главное, это сила воли. В клубе моржи собираются каждые выходные, готовятся к чемпионатам по зимнему плаванию. Соревнований очень много. И во всех регионах. Вот сейчас много приглашений. На очереди Уфа, Тюмень. Но главное в соревнованиях не призовые места, а победа над самим собой. Вода – это сила, вода – это жизнь. Ура! Филиза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. А далее в выпуске «Прогноз погоды». Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Жаркие танцы девушек-хоккеисток, красота исполнения буллитов, ледяные скульптуры и спортивное шоу. В нашей республике стартовала неделя звезд хоккея. Первым эстафету принял Нижнекамск. На льду Дворца спорта «Нефтехим-Арена» сразилась молодежь и представители женской хоккейной лиги. Игроки и лучшие спортсмены дебютного матча Кубка Вызова примут участие на матче звезд в Казани. Во второй день на льду Нижнекамска зажигали девушки. Причем делали они это не только во время самой игры. После матча команды устроили между собой танцевальный баттл. Победу одержала команда Запада. Встреча завершилась со счетом 4-2. В составе команд сыграли сразу 4 воспитанницы татарстанского хоккея: Кадирова, Фаляхова, Ганеева и Сосина. Ой, для меня это в первую очередь игра, которая приносит мне удовольствие, приносит, не знаю, это какие-то эмоции, адреналин. Это очень классно, круто. И для меня хоккей – это жизнь, это прикольно. Продолжает бой двумя экипажами. На Дакаре команда КамАЗ-Мастер потеряла еще одного бойца. Из-за технических проблем выбыл из гонки экипаж Айрата Мардеева. Напомним, до этого получил дисквалификацию Андрей Каргинов. После дня отдыха в экипе участники ралли-марафона взяли обратный курс на Лиму, где 17 января финиширует гонка. В общем зачете камазовцы укрепили свое преимущество. На первой строчке продолжает лидировать Эдуард Николаев. В 10 минутах от него Дмитрий Сотников, Жерар Дуро и Федерико Вилагра еще могут побороться за чемпионство. Тем более Дакар в этом году особенно непредсказуем. Сегодня, конечно, после дня отдыха очень сложный день. Особенно первая часть и последняя. Это дюны. Первой части очень коварные дюны, где приходилось чудом вообще выезжать. Очень тяжелый песок. На тренировочном сборе в Турции казанский «Рубин» победил в товарищеском матче венгерский Дидьошер со счетом 2-0. Сначала новичок казанцев Владислав Пантелеев забросил мяч из-за пределов штрафной. Затем, всего через 6 минут, проник в штрафную и забил Павел Могилевец. Следующий контрольный матч «Рубин» проведет 17 января в заключительный день сбора в турецком Белике против румынского Виитурула. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Зима приблизилась к своему экватору, а температурные показатели выше нормы. Более подробнее о погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана переменная облачность, временами снег и 6 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают 4 мороза и облачную погоду с прояснениями. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске будет облачно, местами снег, -4, -6. Для северо-запада 15 января будет умеренно морозным, -4, местами выпадет снег. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном всего 3 мороза, облачно и снежно. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, местами снег и 5 градусов ниже нуля. В среду температуры станут еще выше. Ожидаются снегопады разной интенсивности. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.
Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов без операции и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег. Дневные температуры -3, -5. Ветер южный порывистый 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая 90%. В утренние часы ожидается магнитная буря. Берегите себя.